Но это будет доступно, получается, не всем, да? Понятно. Но не всем, опять же. В смысле, а потом? В смысле, просто в открытом доступе? А, понятно. Что, давай, пускай. Через минуту начнем. Меня слышно, да? Здравствуйте, уважаемые слушатели, уважаемые участники вебинара, коллеги. Снова рада вас приветствовать на нашем занятии виртуальном. Продолжаем внедряться в тему публичных выступлений, проведения массовых мероприятий. Уже 2 занятия у нас состоялось. Это 3-е, да, посвященное именно имиджу, внешнему виду и поведению, роли, да, той, которую вы играете на том или ином мероприятии. Напомню, для вновь прибывших, да, или для тех, кто забыл, зовут меня Евгения Олеговна. Я рада буду вашим вопросам, поэтому если у вас какие-то вопросы возникнут, сегодня у меня нет возможности читать чат, поэтому я прошу вас просто включать звук своего микрофона и задавать его. Всем вопросам я рада, поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь. Ну, и давайте начнем с того момента, да, сейчас вы, конечно, понимаете и ощущаете на себе, что библиотека становится в 21 веке, да, не просто библиотекой той, которой принято было еще в прошлом веке понимать ее, да, ее понятие, но как платформа и для бизнеса, и для образования, и для науки, и для культуры, и для искусства, да, поэтому важно библиотекарю быть таким универсальным солдатом, который может провести любое мероприятие, но тем не менее оставаться вот в рамках какой-то определенной роли. И, конечно, в этом самый главный помощник – это имидж, внешний вид. Да? И сегодня мы как раз-таки поговорим об этой интереснейшей теме. Я думаю, что всем будет она полезна не только как в своей профессиональной сфере, но и в повседневности как-то должна помочь. Ну, а если у вас будут какие-то интересные замечания, интересные опыты жизни, да, которым вы захотите поделиться, пожалуйста, в картах обратной связи пишите или в чате, я обязательно прочитаю после нашего вебинара. Мне вот все это очень интересно. Давайте поговорим о том, что оратор – это прежде всего художник. Да, художник, который рисует вокруг себя. Оратор – это художник, который рисует вокруг себя все мероприятие, и себя в том числе, да, поэтому очень важно, да, очень важно, прошу прощения, очень важно, заминки у нас, очень важно действительно выглядеть настолько, да, привлекательно, презентабельно, чтобы люди вам потянулись. Но не только на мероприятие, но и в принципе были бы приятны и до, и после мероприятия. Да? Поэтому оратор, художник, это запомните, пожалуйста. Кроме всего прочего, в прошлый раз мы с вами проговорили, что
В первую очередь, да, все, та же поговорка действует: встречают по одежке, провожают по уму. В первую очередь люди замечают то, как мы выглядим, обращают на это внимание, и только поэтому, да, делают вывод о том, а нравится нам этот человек или не нравится. Причем вывод делается этот молниеносно. Поэтому важно с первых секунд зарядить человека теми эмоциями положительными, да, напоминая, и тем той доброжелательностью, и тем приятным внешним видом, да, который предполагает деловой стиль. А именно в библиотечных стенах деловой стиль очень уместен. Да? Важно, опять же напоминаю, как выглядим, как мы говорим, что мы говорим. И еще в качестве той картины мероприятия еще важна презентация. Но о презентации мы с вами тоже поговорим, но чуть-чуть попозже, не на сегодняшнем занятии, да, не на сегодняшнем вебинаре, но тему эту раскроем. Она такая масштабная, такая непростая. Поговорим с вами и на каких платформах лучше делать презентации, да, и что они должны содержать. Поэтому дождитесь, да, наберитесь терпения, эту тему мы обязательно тоже с вами рассмотрим. Ну, давайте продолжим. Имидж, да, собственно, а что же такое имидж? Все говорят, вот такой имидж, всякой имидж, да, у этого этот имидж, у этого другой имидж. Не все всегда представляют себе, а что значит слово имидж. Имидж – это искусственно сформированное впечатление о субъекте или объекте с тем, чтобы у окружающих людей сложилось определенное психологическое его восприятие, да, то есть это впечатление. Имидж – это сложный, многокомпонентный такой, многокомпонентное понятие, да, но в первую очередь это искусственно сформированное впечатление, то есть впечатление, которое мы сами можем сформировать у людей. И корректируя свой имидж, да, то есть корректируя свой внешний вид, можно и скорректировать, конечно же, впечатление, которое мы производим на людей. Это очень важно. Давайте продолжим. На что окружающие обращают внимание? В первую очередь, да, важно помнить, что всегда важна, да, соблюдение гигиены и опрятность. Ну, простите, да, такие примеры, может быть, немного из физиологии, но тем не менее это важно. Придерживаются, ну, когда читаешь, например, определенные статьи, определенные книги, и там дают рекомендации людям. Некоторые говорят мыть волосы там, раз в 10 дней, что если ты моешь чаще их, то, ну, собственно, это вредит волосам. Кто-то говорит, нужно мыть через день, кто-то говорит, нужно раз в 3 дня. То есть мнения у всех разные, но тем не менее нужно опираться именно на себя. Если вы видите, что ваши волосы, если вы их не моете, например, каждый день, они выглядят неопрятно, ну, перейдите на каждодневное мытье, да, это, ну, в принципе, может быть не очень полезно, но дает вам то ощущение чистоты и воспринимается людьми более качественно, да, то есть люди понимают, что вы человек опрятный, чистоплотный. Это важно очень, что вы должны выглядеть чисто, не только со стороны одежды, но и со стороны своего тела, да, ухоженные ногти, ухоженные волосы, ухоженная кожа, да, это все очень важно, очень важно. Одежда, я уже вообще молчу, да, то есть одежда всегда должна быть в идеальном состоянии. Если вы где-то что-то капнули или порвали, конечно, лучше это заменить, потому что это, ну, имеет такой неприятный вид для окружающих, да, то есть окружающие могут правильно интерпретировать ваш образ, и, конечно же, негативное ощущение от вас может сложиться у них. Осанка, манера двигаться, да, всегда замечали, что человек, которого плечи расправлены, да, он чувствует себя уверенно, взгляд всегда, никогда у уверенного в себе человека не будет взгляд опущен, да, то есть вы должны понимать, что вы человек уверенный, да, если вы в себе уверены, то и окружающие в вас уверены. Вы специалист в первую очередь, да, вам пришли в библиотеку, вы сотрудник библиотеки, вы специалист, вы много книг прочитали, вы действительно человек очень осведомленный во многих областях. И, конечно, важно это демонстрировать, да, то есть всегда должна быть осанка, всегда манера двигаться, то есть никаких поспешностей, да, то есть нормальная скорость передвижения, так скажем, да, и не слишком меланхолично, не слишком быстро. То, что посередине, да, всегда выбирайте, и только это будет, ну, ознаменовываться успехом, конечно. Осанка обязательно, да, то есть осанку помните всегда, даже когда сидите на стуле, всегда в себя в голове держите, что осанка – это основное. Тембр и громкость голоса. Вот представьте себе, да, вы себя позиционируете как специалист, вы проводите массовые мероприятия, к вам люди пришли как к специалисту, да, не просто как к библиотекарю, который там 2-3 книги прочитал, знает он, не знает. Нет, к вам пришли как к специалисту, вам уделили время, поэтому вы должны соответствующим образом и общаться. Вы должны выбрать правильный тембр и громкость
голоса. Если вы вышли, и, например, вы что-то лепечете себе под нос, пусть это с помощью даже микрофона, да, или не проявляйте никакой заинтересованности, это очень плохо, да, то есть люди подумают, что вы либо себе, опять же, не уверены, да, потому что вы тихим голосом говорите, либо вы не заинтересованы, что тоже их, конечно, это ощущение ваше передастся и слушателям, и они, конечно, тоже не будут заинтересованы в том, о чем вы говорите. То есть они разочаруются, потому что важно еще и какая-то эмоциональная составляющая вашей речи. И обязательно зрительный контакт. Если вы со своими слушателями, да, зрительного контакта не имеете, то будьте уверены в том, что не получите вы тех хороших откликов, хороших отзывов, хорошего впечатления от вашего мероприятия, да, и правильной его интерпретации. Потому что если вы, я повторюсь, если вы еще читаете, например, с бумаги и совершенно не имеете зрительного контакта с залом, то, конечно, это мероприятие обречено на провал. Поэтому важно зрительный контакт иметь. Я еще раз повторюсь, да, на прошлом занятии уже говорила, что выберите себе, пусть вы не с каждым будете иметь зрительный контакт, пусть будет 3 человека, 5 человек, смотря от количества аудитории, да, и которые вас слушают, которые на вас смотрят, потому что, еще раз напомню, не все смотрят на оратора, да, многим не важно смотреть, а важно слушать и находиться в этот момент в аудитории. Это тоже есть такой тип людей, да, и, конечно, их не нужно заставлять на себя перетягивать внимание. Поэтому обращаемся к нескольким людям, да, не обязательно всех оглядывать, но смотреть в зал обязательно. Дальше, да, образованность. Опять же, люди должны по вашему внешнему виду и про вашей речи, о речи мы тоже поговорим с вами, потому что речь очень часто выдает человека, уровень образования человека, да, уровень начитанности и уровень эрудиции. Люди прежде всего доверяют специалисту, да, если ваша речь грамотная, вы можете общаться с любой категорией, да, будь то преподаватели, будь то дети, или подростки, или студенты, или пожилые люди, если вы умеете грамотно, образованно, да, строить свою речь, это первая большая ступень к успеху. То есть обязательно по вашей речи будут судить о вашем уровне образования. Это от этого никуда не деться, к сожалению. Да? Пусть речь стоит на втором месте после внешнего вида, но тем не менее она очень важна. Так, зрительный контакт уже сказала, и обязательно способность должна быть к адаптации. Да? Что такое адаптация? То есть я всегда веду, например, мероприятия для детей. Мне нравится, я веду для дошкольников, да, для младших школьников. И тут меня попросили, например, провести для 11 класса. И тут человек, конечно, вышел из зоны комфорта, да? Хочется ему, не хочется, но он должен это провести. И грамотный специалист действительно высокого уровня, для него нет никакой проблемы провести мероприятие для любой категории пользователей библиотеки, да, и в этом его универсальность, и в этом именно его ценность. Поэтому, пожалуйста, поймите, что то, что вы проводите и каким категориям вы это проводите, да, для каких категорий массовые мероприятия ваши предназначены, да, это все, конечно, очень важно. И важно разнообразить эти категории, чтобы вас, как специалиста, действительно тренировать. Давайте продолжим. Виды имиджа, да, какого же имиджа этого искусственно созданного впечатления? Есть вербальный, да, опять же, возвращаемся к речи. Письменная или устная речь. Когда вы направляете, например, в адрес другой библиотеки или в адрес какой-то образовательной организации письмо с приглашением, например, на какой-то вебинар, на какое-то массовое мероприятие, да, на какой-то мастер-класс, вы, конечно, используете для этого письменную речь, письменную деловую речь. И уже по вашему письму можно многое о вас сказать, да, прежде всего, опять же, об уровне образования. Но письмо еще чем сложнее, чем устная речь, да, если вы позвоните, то есть по письму будут судить о всей вашей организации. То есть вы представляете даже не столько имидж свой, сколько имидж своей организации. Поэтому это очень важно писать грамотно, да, но не менее важно грамотно говорить. То есть устная речь тоже должна быть на довольно высоком качественном уровне. Поможет, я думаю, у библиотекаря нету с этим проблем, да, всегда, если чувствуете себя в какой-то сфере неудобно, да, или не уверенно, можно всегда найти литературу, которая вам поможет, или просто, да, сейчас заметили, наверное, да, что подростки, школьники, да,
когда они разговаривают, им не хватает слов, вот, потому что перешли сейчас все-таки подростки, да, вот это новое поколение детей, они перешли в цифровую сферу, им удобнее общаться где-то ВКонтакте, в мессенджерах, да, там ОК, СПС там и так далее. Им очень сложно выразить какие-то сложные мысли. И для того, чтобы выразить мысли, когда ты спрашиваешь какого-то школьника, да, когда ходишь на мероприятие, спрашиваешь, а вы как думаете? Они начинают, вот у них это размахивание руками, вот руками создаются эти слова, которых им не хватает, да, поэтому важно иметь все слова у себя внутри, да, в своей голове, чтобы не хватать их словами и не размахивать, и излишняя жестикуляция, это у вас уйдет, да, если она пока еще имеется. Поэтому всегда имейте в виду, что больше читайте, больше словарный запас, больше конструкций грамматических у вас в голове, да, построено, и поэтому вы в любой момент можете любую конструкцию в голове своей найти и применить в той или иной ситуации. Опять же, да, сказала уже, отражение уровня образованности – это тоже речь. Уровень образования всегда по речи становится совершенно очевидным. Да? Человек все-таки он образован или он только начал свое такое образовательное путешествие, да, свой такой заплыв образовательный, так скажем. Если ты правильно и хорошо и грамотно излагаешь свои мысли, ты автоматически становишься выше в глазах окружающих. То есть имидж твой повышается, да? Вот это впечатление, оно становится более, так сказать, высоким, положительным, да, и люди к вам больше тянутся. То есть вы растете в их глазах, вы становитесь лучшим специалистом, только если вы правильно, грамотно излагаете свои мысли. Визуальный. Жесты, мимика, осанка, да, то есть теперь мы разделим то, о чем говорили ранее, теперь разделим на вербальный и визуальный. Визуальный – это то, что люди видят, какие жесты вы используете, какую мимику вы используете, как у вас дела с осанкой обстоят, да, и выражение лица. Но выражение лица я всегда говорю о том, что, и еще раз повторюсь, и каждый урок вам буду это говорить, что все-таки деловой стиль предполагает доброжелательность, поэтому выражение лица у вас должно быть доброжелательным, да, вы должны обязательно с улыбкой встречать, какое бы у вас ни было настроение, какое бы ни было, как бы ни было много работы, как бы вам это было, например, не кстати сегодня это мероприятие случайно образовавшееся, вы должны всегда быть доброжелательными. На вас должны посмотреть ваши слушатели и должны захотеть вас слушать и захотеть с вами общаться, да, и, конечно же, не разочароваться, наверное, в вас. И поэтому я напоминаю вам о том, что очень важно контролировать свой имидж, да, всегда держать в голове, так, как я общаюсь, какие слова я использую, да, может быть, мне что-то почитать. Очень хорошо поднимает уровень речевой именно классическая литература, да. Я не говорю читать какие-то научные труды, но классика замечательно, да, для этого годится. Может быть, современные художественные произведения не всегда дадут нужный эффект, но классика, да, это, конечно, замечательный вариант. Давайте продолжим. Значит, как же формируется имидж, да, то есть как нам теперь свой имидж, который мы задумали, который мы захотели вокруг себя организовать, да, как его сформировать правильно. Сначала мы формулируем цель, а цель у нас с вами одна должна быть, да, мы сотрудники библиотеки, мы люди эрудированные, образованные, поэтому все по моему внешнему виду, по моему имиджу должны понять, что я специалист, да, поэтому цель у нас с вами одна. К нам должен прийти человек и должен понять, что я специалист. Единственная цель, я думаю, да. А там уже дальше вы формируете. Если вдруг у вас не совпадает мнение с моим, да, конечно, вы дальше уже для себя формируете. Главное, что этот алгоритм у вас перед глазами будет, его можно сохранить и, конечно, пользоваться им в любой жизненной ситуации. Да, если даже сегодня у вас такой имидж, то завтра вы можете создать совершенно другой. То есть это такой, наверное, нестабильный вид и такой, наверное, податливый, так скажем. Дальше выбираем целевую аудиторию. То есть, да, я уже говорила об этом сегодня и повторюсь. Например, я работаю с такой аудиторией, а хочу работать совершенно с другой. Я хочу, чтобы меня выпускали, например, мои мероприятия были для сотрудников сферы образования, да, или сотрудников там дошкольного образования, или сотрудников университетов, институтов, да, то есть я должен понять, а для какие я сейчас мероприятия провожу и какие я хочу проводить мероприятия. И от этого, да, выбираем целевую аудиторию. Например, моя цель – это специалисты, да, это сотрудники
Может быть, органов власти, почему нет, да, может быть, если какая-то сфера в библиотеке тоже будет для них интересна, или преподаватели, да, или школьные педагоги, почему нет, да, то есть все зависит от вас, это ваш выбор, поэтому здесь я вам даю полную, да, полный выбор за вами остается. Далее создаем список параметров. Как я должен создать вот тот благоприятный имидж, который бы мне помог в моей работе преуспеть. Да? В первую очередь, это хорошая манера. Хорошая манера – это, конечно, деловой этикет. Сейчас сразу оговорюсь, да, скажу вам, что все, что деловой этикет сейчас подразумевает, это там как раньше это было, что мужчина открывает дверь женщине, мужчина подает что-то, поможет донести. Сейчас эти границы немножечко стираются, да, и на работе существа такие, да, работают как бы, простите за такое слово, существа, да, но бесполые, люди бесполые, да, то есть ни женщина, ни мужчина, все они сотрудники, поэтому не нужно думать о том, что вам коробку Снегурочки кто-то донесет, какой-то мужчина, наверное, такого не произойдет, может быть, да, быть может. Поэтому вот такие границы стираются все-таки, да, деловой этикет немножечко меняется, и его правила немножечко со временем стираются, нивелируются. Далее, да, грамотная речь. Я хочу иметь грамотную речь. Как я ее могу поправить? Я могу начать читать, могу проходить вебинары, могу пройти какие-то мастер-классы и так далее. Да, школа ораторского искусства и любые другие варианты. И, конечно же, деловой стиль одежды поможет мне стать специалистом. Вот даже представьте, да, представьте себе такую ситуацию. Например, вы пришли к юристу, который сидит, например, в кроссовках, в джинсах и в футболке. Например, это, ну, предположим, женщина за 30. Будет у вас доверие к такому юристу? Ну, нет, да. Если этот же юрист за 30, да, предположим, женщина, сидит в деловом костюме, да, с хорошей прической, в хорошей обуви, да, прекрасно при этом выглядит, прекрасно при этом разговаривает, конечно, доверие к такому юристу ну, побольше будет, да, так скажем. С библиотекарем точно так же, да, если к вам вышел действительно человек в деловой одежде, грамотной речью и прекрасно себя держащий в обществе, да, то, конечно, доверие к нему больше, вас будут больше позиционировать как специалиста, действительно, как специалисту к вам будут обращаться и с вами будут советоваться. Дальше сравниваем желаемое и действительное. То, кем я сейчас являюсь, и то, кем я хочу быть. Да? Сейчас, например, я одеваюсь так, а хочу так. Сейчас я работаю с такой аудиторией, а хочу вот с такой. Сейчас я разговариваю так, а хотелось бы чуть-чуть повысить свой уровень речевой, да, речевой активности. Ну, то есть, конечно, нужно это все понимать. Можно даже на листочке это записывать, да, и это поможет вам, я думаю, должно помочь, по крайней мере, да, если вы этого действительно хотите. Потому что сейчас все-таки библиотекари, когда, например, меня спрашивают, а ты что, работаешь в библиотеке, а к вам кто-то приходит вообще, к вам кто-то приходит читать, а тебе не скучно? И я понимаю, что большинство людей немножечко понимают, что такое библиотека, неправильно, да, библиотека сейчас вообще эпицентр всех событий, да, поэтому ты человек такой востребованный, да, и библиотека место очень востребованное. Поэтому важно соответствовать сейчас нынешним веяниям, да, и нынешней такой риторике. Давайте дальше. Выбираем способ презентации, да, а как я могу себя презентовать? Вот помимо того, что у меня будут хорошие манеры, хорошая прическа, прекрасный деловой стиль одежды, как я могу себя еще позиционировать? Помним, да, про те визуальный, невизуальный, вербальный и визуальный имидж, да, какая у меня должна быть мимика, да, если я не улыбаюсь, например, да, могу ли я привлечь к себе внимание? Ну, нет, наверное, да, надо улыбаться, надо все-таки быть к людям доброжелательными, опять же. Жесты, какие у меня жесты? Например, я совершенно не жестикулирую. Это очень плохо, когда человек совершенно не жестикулирует, он стоит как истукан, изъясняет свои мысли, то есть он скован, да, скован, не может раскрыться, и поэтому у него этих жестов нет. Это тоже очень плохо. Когда чрезмерно жестикулирует, тоже очень плохо. Важно найти такую золотую середину, где бы вам было комфортно находиться. Темп речи. Да? Бывает, человек очень интересный, замечательный специалист, но он настолько быстро говорит, что за ним просто не успеваешь. И он говорит
и быстро, и даже не замечает того, что кто-то хочет его о чем-то спросить, кто-то хочет добавить, кто-то переспросить, да, кто-то просто не расслышал, он это не замечает, он просто в себе, в своей теме, и это, конечно, тоже неправильно. Вы должны еще смотреть на реакцию своих слушателей, это обязательно. Одежда, да, то есть одежда тоже меня презентует, мы художники, еще раз повторяю, одежда меня презентует и манера держаться, то есть я должен быть уверен, как я держусь в обществе, что я могу влиться совершенно в любой коллектив, я универсал. И пытаемся вжиться в новую роль. Но скажу вам сразу, что это самое сложное, потому что тот имидж, который вы себе по этому алгоритму придумаете, который разработаете, да, как вы захотите себя позиционировать в глазах других людей, это все продуманное вами, все записано, быть может на бумаге, быть может придуманное в голове, придется контролировать и практиковать каждый день. К сожалению, по мановению волшебной палочки это ничего не происходит. Вам придется большую работу провести над собой именно, да. Вы должны будете таким экспериментатором, таким новатором, посмотреть, так, а вот так я оделся, как меня люди восприняли, так, а если так оденусь получше, или все-таки как вот больше мероприятия у меня успешнее прошло, да, вот когда я так себя держал или когда так. То есть это такой методом еще и проб и ошибок, возможно, будет происходить. Поэтому тоже очень важно набраться терпения. И, конечно, успехов я всем желаю на этом поприще, безусловно. Если вы захотите поменять свой имидж, то дерзайте. Это очень похвально. Давайте дальше. Культура внешности. Ну, перейдем непосредственно к внешности. Сразу оговорю, что тоже для женщин, то не только для женщин, но и для мужчин актуально, да. Одежда чистая и отглаженная, да. Важно, чтобы она была не только у женщины отглаженная, чистая одежда, но у мужчины тоже это, конечно, актуально. У женщин обязательно должны быть каблуки. Ну, деловой стиль предполагает их. Поэтому, если вы любите обувь без каблуков, всегда можно, знаете, под своим столом держать, например, и балетки, легкую обувь какую-то, и обувь на каблуке. Пусть это будет не экстремальный каблук. Экстремальный каблук не воспринимает деловой стиль, да, то есть каблуки, которые 15 сантиметров там и выше, да, и бывает, и на платформе, то есть это деловой стиль не приемлет такого. То есть совершенно нормальный каблучок, 5 сантиметров, 7 пусть он будет, да, ну 9 еще нормально, пусть он такой будет, но выше уже, наверное, не надо. Чтобы вам было комфортно. У всех, наверное, у всех женщин, наверное, есть такая обувь, такие туфли, в которых можно только сидеть. Красиво, когда ты сидишь, да, а встать или пройтись ты в них не можешь. У меня тоже есть такие, они прекрасно стоят в моем шкафу, я периодически на них поглядываю, но надеть я их вряд ли куда-то смогу, потому что неудобно, ну и не деловой стиль, конечно. Чистые волосы, как я уже сказала, причем актуально и для мужчин, и для женщин. Улыбка обязательно, доброжелательность, не устану это повторять. Простота. Смотрите, еще важно в том, чтобы вы деловой стиль попали, важно быть не очень вычурным. То есть простота, весь секрет, наверное, весь успех в простоте. Не надо крутить себе какие-то вензели на волосах, не надо замысловатый макияж делать, не надо вышивать свою деловую одежду, чем-то расшивать, да, не нужно этих переборов. Нужна простота именно, она больше всего ценится, да, и именно приносит успех в деловой сфере, да, в сфере, ну, вашей профессиональной сфере прежде всего. Безупречная чистота, то есть, опять же, да, нужно выбирать, ага, я приду сегодня, чистота – это прежде всего. И вы должны, чистота, она очень показатель такой сложный. Если я, например, сегодня надела белое платье, я понимаю, что я могу сегодня, например, покушать, да, на обед. Борщ я уже не принесу, есть вероятность, что я испачкаюсь, да. Например, кофе я уже не попью, есть опять же вероятность, что я что-то пролью. Вроде бы себя полностью не застелишь, ни от чего не защитишь. Поэтому очень важно то, как вы оденетесь и что вы, например, принесете себе на обед, где попьете кофе, да, куда с подругами побежите там, на обеде или после работы, все это важно. Важна чистота. Если вы не уверены в своей одежде, ну просто ее не надевайте. Если вы уже приготовили какое-то платье, например, или какой-то пиджак, или какую-то, например, блузку, рубашку, да, и вдруг увидели перед выходом, что там пятно, ну не надевайте, поменяйте. Всегда есть выбор, я думаю, в гардеробе. Парфюм в ограниченном количестве. Ну, я думаю, всегда, да, вы встречались с такими людьми, у которых парфюм в избытке.
Просто, да, неимоверное количество его, и когда ты особенно садишься, например, в общественном транспорте сзади, таких или спереди, или рядом, ты ощущаешь, что где-то в какой-то камере находишься и вот-вот погибнешь, да, такого ни в коем случае делать нельзя. Сейчас рекомендуют даже как распылить в воздухе, вот в этом облачке покрутиться, да, особенно хорошо запах впитывают волосы, да, и можно приятно пахнуть. Если вам даже очень нравятся духи, это не значит, что понравятся окружающим эти духи, да, у всех вкусы разные, напоминаю. И, конечно же, важно в умеренном количестве, да, именно в ограниченном, умеренном количестве. Можно чуть-чуть, да, вам, даже если вам уже самому, вам самим, например, уже не кажется, что парфюм слышен, да, и люди чувствуют его, люди наверняка его почувствуют, поэтому не нужно это постоянно добавлять. Тем более это некоторые делают в кабинете, в общем, где сидят, то есть это неприятно, да, если вы хотите добавить парфюма, то можно сходить в уборную, да, и там все это сделать. Для мужчин костюм, да, отглаженная сорочка плюс галстук. Белая сорочка одевается на особо торжественные мероприятия. Пусть плюс на таких торжественных мероприятиях пиджак застегнут. Как он должен застегнут быть, я попозже объясню. Цвет носков темнее, чем костюм. То есть, предполагаем, если костюм темно-синий, да, либо если нас служат мужчины, это для них актуально, либо для женщин, которые для их супругов, да, тоже будет актуально. Пусть они не работают в библиотеке, но тем не менее эти знания, они универсальные. Цвет носков темнее, чем костюм. Костюм темно-синий, значит, носки, например, черные. Да? Все должно быть так, а не так, что костюм, например, темно-синий, а носки белые. Сейчас тоже сейчас очень модно, но не входит в деловой стиль, да, сразу скажу вам, носки, например, там с какими-то надписями каких-то экстремальных цветов, красных, оранжевых, желтых, остро модно, но остро модно это не всегда равно по-деловому, так скажу. Давайте дальше. Вот два типа, да, женщина и мужчина я для вас привела, эта картинка широко известна, наверное, да, но она демонстрирует наиболее ярко, да, этот деловой стиль. Женщины, да, обязательно блузка, например, рекомендуют стиль деловой больше светлую. Но сейчас мы об этом потом попозже с вами поговорим, да, не обязательно светлую, но пусть она будет деловая блузка, да, без экстремальных вырезов, пусть она у вас будет сдержанная. Украшений минимум и из ценных металлов. То есть не надо, если у вас, например, несколько, да, колец любимых, несколько цепочек, там сережки, не обязательно все разом это надевать, как у восточных женщин, да, я не помню уж где именно там, что дарят, все женщины сразу на себя надевают, потому что в случае чего, если муж вдруг решит с ней расстаться, она будет вынуждена в тот же момент покинуть дом со всем тем, что на ней находится. То есть сейчас иногда смотришь на некоторых женщин, и действительно, они, наверное, из той культуры, потому что на них надето абсолютно все, что у них есть. Я так понимаю, я так это воспринимаю. Поэтому очень сдержанно, да, сережки и желательно из драгоценных металлов, да. Если бижутерия, то пусть она будет тоже сдержанная. Сумка формата А4. Но почему формат А4? Прежде всего, деловой образ, да, предполагает, что вы, наверное, куда-то идете на деловые мероприятия. Деловые мероприятия, опять же, подразумевают какие-то бумажную волокиту, да, и вы можете в том числе сложить эти бумаги А4, да, полноценно в сумку, не сгибая их пополам и так далее, не складывая в четверо. Почему? Потому что, когда вы достаете эти документы, они у вас должны быть в прекрасном, опрятном виде. Не помятые, в папочке, замечательно сложенные, да, аккуратно. Поэтому если вы куда-то намереваетесь пойти в школу, например, на мероприятие достаете бумагу, пусть оно у вас будет замечательно выглядеть, все ровное, красивое, опрятное. Туфли, классические туфли-лодочки, да, черного цвета или цвета в тон костюма. Можно и так, и так. Совершенно не допускается использовать обувь с открытыми носками. То есть это что? Это босоножки, да, как бы это удобно не было, как бы это летом удобно не было, никаких босоножек и не может быть о них речи даже. Колготки всегда телесного цвета без блеска. Да, ну, с колготками тоже можно поиграть, чуть темнее, чуть светлее, но главное всегда в тон кожи важно попасть, да. В другой момент, что тон кожи у всех разный, но когда, например, у вас белое лицо и колготки цвета загара, ну, такой диссонанс все-таки чувствуется, да, поэтому важно подбирать под тон кожи. Летом при любой погоде, при любой температуре воздуха без колготок на работу приходить нельзя. Это дурной тон.
люди, увидевшие вас, да, конечно, не будут воспринимать вас как специалиста высокого уровня. Действительно, и имидж специалиста, к которому мы стремимся, будет нещадно повержен. Юбка прямая, либо юбка-карандаш, длина до колена или чуть ниже, да, но есть всегда по-разному говорят. Кто-то говорит до середины колена, кто-то можно взять, вот, например, да, одну ладонь до колена, либо одну ладонь после. Уже ниже это будет перебор, а выше это будет тоже перебор, да, это уже будет смотреться вульгарно просто-напросто. Костюм серый, бежевый, синий, брючный или юбочный для женщин уместен, да, в деловой сфере. Но с цветами тоже можно поиграть, сейчас интересные оттенки есть, да, поэтому все сдержанное, но оттенок может быть немножко, чуточку поинтереснее, на ваш выбор. Макияж максимально сдержанный, да, должен быть, то есть никаких... А еще хотела сказать вам, татуировки, да, если у вас есть татуировки какие-то, важно их все-таки при проведении мероприятий или при проведении встреч или на конференциях их важно закрывать. Да, я понимаю, что некоторые татуировки делались по молодости, по глупости там и так далее, да, есть всевозможные способы их сведения, но если вы все-таки хотите их иметь на себе, да, важно их прикрыть. Также сейчас скажу и про макияж. Например, сейчас очень модно нарощенные ресницы. Когда они в меру нарощены, да, то есть там какой-то, я не разбираюсь, простите, но вот их немного, и они какой-то не экстремальный объем их, да, это смотрится естественно, это смотрится нормально. Но когда у вас там, как в песне, да, хлопая ресницами взлетай, это, к сожалению, не будет смотреться замечательно на деловом человеке. Ногти нарощенные, да, сейчас, или покрытые гель-лаком, тоже с экстремальными цветами, они не приветствуются в деловой сфере, да, только натуральный тон какой-то должен быть, да, и совершенно без никаких там граффити на ногтях, да, разноцветные ногти всех цветов радуги, даже если это лето, это не приветствуется, пожалуйста, имейте в виду. Для мужчин, да, мы видим делового мужчину вот на картинке рядом, да, сорочка белого цвета, либо ненавязчивых пастельных оттенков. Ну, тоже бывают различные оттенки интересные для мужчин, важно их тоже использовать в своем арсенале. Нижняя пуговица пиджака не застегивается, то есть если у пиджака 2 пуговицы, застегивается только одна, если у пиджака 3 пуговицы, застегивается 2, нижняя всегда остается свободная. Манжеты сорочки должны быть видны из-под рукавов пиджака примерно на 1,5-2 сантиметра, да, то есть рубашка должна выглядывать из-под пиджака. Был такой у нас, не помню, даже не буду называть фамилию, чиновник всегда, у которого были всегда, видимо, костюмы подобраны не по размеру, и они были гораздо короче рукава, и когда он поднимал руку, они у него задирались чуть ли не до локтя, да, и было некрасиво. То есть обязательно костюм должен быть сидеть, и пусть мужчина должен попробовать, да, и пожестикулировать в этом костюме, и поднимать руки, и опускать руки, и, собственно, чтобы он при этом комфортно смотрелся и прекрасно сидел на нем. Пиджак, да, например. Так, костюм темно-синий или темно-серый преимущественно, да, преобладают цвета, но других интересных оттенков тоже, да, и в клеточку бывают тоже стильные, тоже можно использовать. Галстук темнее сорочки, светлее костюма. Тоже такой. Галстуки сейчас тоже есть такие экстремальные, как носки, но такие, конечно, деловая сфера не приемлет. Если ты куда-то пошел после работы, можно переодеть галстук, да, поменять галстук на какой-то другой, но пусть на деловой встрече он будет строгим. Ремень соответствует цвету обуви, это обязательно. Нехорошо будет, когда ремень черный, а обувь коричневая, да, либо ремень коричневая, а обувь белая. Такого быть не должно ни в коем случае. И часы плоские, наличие стрелок обязательно. Вот такое требование у делового этикета. Потому что сейчас все перешли на смарт-часы, да, и, кстати, женщинам тоже не рекомендую очень носить вот эти смарт-часы. Это прекрасно, вы там смотрите, сколько вы прошли, кто вам звонит и так далее, но это не из деловой сферы, это из сферы той, бытовой, да, нашей, которой мы должны возвращаться только после работы. На работе пусть у вас будут часы элегантные со стрелкой, да, не электронные ни в коем случае. А после работы вы переоденьте и, пожалуйста, смотрите, сколько вы намотали кругов, сколько километров, да, и кто вам звонит. А обувь не светлее брюк, в тон или темнее, да, то есть у мужчин такое требование, обувь не светлее брюк, в тон или темнее. Давайте продолжим. Также татуировки тоже для мужчин, потому что у некоторых сейчас встречаешь, например, да, мужчина вроде элегантно одет, и тут написано там Галя, да, то есть татуировка Тоня.
То есть тоже, да, понятно, что, возможно, они очень любили Галину, Антонину, но вот смотрится немножко не из деловой сферы, прямо скажем. Давайте проанализируем теперь образы. Вот я несколько образов для вас представила, чтобы вы посмотрели, как в принципе могли бы образы эти сложиться, если бы не одно «но». Как образ деловой, например, вот у этой девушки, представленной на экране, вполне может быть. Но посмотрите, пожалуйста, она без колготок, да, и в босоножках. То есть такого быть ни в коем случае не должно. Если это после работы, прекрасно. Если это на работе, то пусть пусть наденете вы колготочки, да, и туфельки закрыты, и замечательный образ будет, как один из вариантов, очень замечательный. Вот смотрите, такой образ, да. Ну, здесь, во-первых, начнем с того, что экстремальный вырез у барышни представлен, да. Конечно, это не из деловой сферы, хотя, в принципе, да, цвет белый, черно-белый мы выдерживаем, да, в рамках делового стиля он приветствуется очень. Открытые плечи, разве что это табу в деловом стиле, поэтому ни в коем случае этого делать не нужно, да, плечи должны быть закрыты. Если вы пришли в чем-то в блузке без рукавов, то, пожалуйста, прихватите с собой из дома пиджак, например, жакетик, да, который бы мог вам помочь прикрыть при какой-то встрече, переговорах там, да, или на мероприятии. И опять же она в босоножках и без колготок, то есть тоже смотрится не по-деловому. Кстати, даже отставьте такую мысль, чтобы в колготках быть, но в босоножках. Это смотрится еще хуже, да, это смотрится примерно как у мужчин в носках и сланцах, да. Вот, пожалуйста, представьте себе этот момент и сразу эти мысли от себя отгоняйте. Давайте дальше. Вот мужской теперь образ, да, вполне может претендовать на деловой, если бы, опять же, не одно «но». Да, ну, ладно, уже опустим, пиджак у него расстегнут, да, ну, предположим, вот манжеты аккуратно выглядывают как раз-таки на 1,5-2 сантиметра, как и диктует деловой стиль, но обратите внимание, пожалуйста, на его ноги, на ноги мужчины, да, он без носков. То есть у мужчин такое тоже не должно быть без носков. Понятно, что тут такой образ больше для фотографий, да, может быть, не для работы, не для профессиональной сферы, но тем не менее для нас, как для анализаторов, вполне сгодится. Давайте дальше. Вот то, о чем я говорила. Мужчина, да, деловой костюм у мужчины, да, и вроде бы все замечательно, вроде бы все прекрасно, если бы не ярко-оранжевые носки, да. Это модно, это, наверное, слишком модно для деловой сферы, так скажу, да. После работы можно это переодеться, да, в принципе, но для деловой сферы ни в коем случае. Пожалуйста, эти тоже мысли отгоняйте от себя и от своих супругов, да, или от своих коллег тоже. Давайте дальше. Вот еще один образ. Тут вроде кажется и рубашка белая у девушки, да, и вроде в колготках замечательно, и в туфлях закрытых. Но посмотрите, она в шортах. Вам не сказала, кстати, да, про шорты, что шорты ни в коем случае не приемлемы, даже летом, даже в плюс 35 и в плюс 40. Ни в коем случае на работу нельзя приходить в шортах. Шорты – это из области пляжа, из области где-то вы на даче, да. В городской среде шорты, ну, не носят люди, да, уж простите, если вы любители шортов, да, но, к сожалению, нет, это не из деловой сферы. Поэтому вот такие вот образы проанализировали, надеюсь, было полезно. И сейчас поговорим также о цветовых сочетаниях. Конечно, деловой стиль больше приемлет такие сдержанные цвета, пастельные, да, черно-белый замечательно туда вписывается. Но давайте скажем себе откровенно, да, что черно-белый – это слишком, наверное, скучно. Должна быть какая-то изюминка. Всегда помним про то, что я говорила на прошлом занятии. Должна быть какая-то приманка. К себе надо приманить человека, да, приманить даже не одного человека, а сколько у нас мероприятий, да, 100 человек, на 50 человек, на 20, на 10, без разницы. Вы должны быть центром внимания. И поможет в этом, да, ну, не всегда, вот, когда тем более какая-то конференция, каждый подходит черно-белой одежде. Этот черно-белый, следующий в черно-белый. И ты не запоминаешь, они как бы мимо твоих глаз движутся, да, проходят, приходит следующий, ничего особого не происходит, да, не за что зацепиться глазу человеческому, так скажем, глазу слушателя. И, конечно, это не есть хорошо.
Важно продумать свой образ. Может быть, он будет с какими-то аксессуарами, да, может быть, он будет не совсем в пастельных тонах, да, но не будет при этом выбиваться из делового стиля. Кстати, вот то, что я вам сейчас по цветам покажу, оно будет актуально не только для внешнего вида, да, ну и потом мы поговорим это и в рамках презентации об этих кругах, да, и об этих всех сочетаниях, но и в вашей повседневной жизни также поможет вашему образу, вашему, потому что мы же поговорили с вами, что имидж свой нужно поддерживать, да, если мы оделись качественно, хорошо на работу, да, по-деловому, то, может быть, мы сменим после работы этот деловой образ на какой-то более раскрепощенный, но, тем не менее, очень привлекательный, да. Вот цветовой круг. Это самое замечательный, да, круг, который позволяет сочетать цвета в одежде, да. Очень много вариантов сочетаний. Сейчас я объясню, как он работает. Вот посмотрите, например, первый вариант, да, проходим по прямой, да, проводим такую прямую линию и, например, понимаем, что цвета зеленые, в принципе, сочетаются с красными, хотя, да, еще до недавнего времени считалось это моветоном, что это, ну, это табу, это как это зеленый с красным. Хотя вот я вам привожу такие образы, которые здесь вот представлены у меня рядом, да, и вполне органично смотрится образ. Это женщина, да, в такой какой-то морковного цвета кофте, да, и в зеленых брюках, зеленые у нее туфельки, да, в принципе, замечательно. Рядом, опять же, по такому принципу, по принципу прямого, да, сочетания, оранжевый с голубым, да, если проведем другую уже линию на круге. Опять же, замечательно смотрится, очень стильно, да, при этом, опять же, видите, что ничего такого, например, никаких у них нет вычурных причесок, никакого вычурного макияжа, да, никакой одежды с экстремальными вырезами, какой-то излишеств нет, но тем не менее человек смотрится очень стильно. Давайте дальше. Есть монохромное сочетание. Вот на этом круге, да, если мы возьмем, уже проведем не такую черту прямую, да, от одного цвета до другого, а будем передвигаться в рамках одного цвета, например, от совсем ярко-желтого к бледно-желтому, да, от ярко-красному к бледно-красному. Вот посмотрите, вот в монохромном сочетании, вот у этой девушки в образе, посмотрите, ярко-синяя сумочка, чуть побледнее блузка и еще бледнее, чем блузка, да, юбка. То есть посмотрите, как интересно это смотрится. И, в принципе, из этих цветов можно было бы собрать и деловой образ на работу. Почему бы и нет, конечно, если мы в оранжевой. А хотя вот знаете, если, смотря какой, опять же, мы играем роль на мероприятии, да, если у нас тема, например, посвящена какому-то искусству, художникам, да, какому-то движению там художественному, опять же, да, новому веянию, почему бы не одеться, вот как представлено мне на предыдущем, да, слайде, вполне себе соответствует. То есть мы же играем роль, мы художники, нам важно вписаться в то пространство, которое мы используем сейчас для нашего выступления. Поэтому вполне себе органично можно смотреться и в этом. Не обязательно после работы. Но если какое-то более классическая тема, да, классическое должно быть восприятие у людей, то, конечно, лучше извернуться классическим образом. И вот как раз-таки монохромное сочетание позволяет это сделать в пастельных тонах, в приглушенных и ну, наиболее презентабельно, наверное. Опять же, следует помнить, что красные цвета, да, весь спектр, они вызывают у людей некоторую такую взбудораженность, даже у некоторых агрессию, то есть как для быка красная тряпка. Все это справедливо совершенно замечание для людей. То есть могут некоторые люди не просто восхититься вашим образом, но и начать к вам агрессивно относиться. Поэтому важно с этим не переборщить. Поэтому лучше, конечно, наверное, от красного отказаться, но а так в целом очень благоприятно. Я думаю, вот это сочетание по цветовому кругу, и можно им пользоваться, в принципе, всегда. Давайте дальше. Аналоговые цвета. Вот опять же аналоговые цвета, опять же тот же цветовой круг, и мы используем уже, смотрите, не по спектру, не вниз движемся, не проводим никакие полосы, а мы движемся на рядом стоящие цвета, да, перемещаемся. Вот посмотрите, да, у девушки слева, да, голубая сумочка, такое какое-то бледно-бирюзовое платье, да, и зеленая дубленка. То есть тоже образ, собранный по этим аналоговым цветам. Вполне себе органично смотрится. Ну, конечно, не для работы, да, а больше, наверное, для после
работы, для нерабочего времени, для каких-то встреч в кафе и так далее. И рядом девушка тоже, опять же, розовая у нее блузка и красное платье. Опять же, вот по этим аналоговым цветам выстроена схема, да, и вполне себе органично смотрится, но опять же не для работы, да. Хотя если эти цвета применить в более строгой форме, более строгой одежде, если это был бы жакет, например, и юбка, да, и блузка, то почему бы и нет. И если тема вашего мероприятия соответствует, то вполне себе очень прекрасно смотрелось бы. Классическая триада также, да, может быть, можно использовать эти цвета по классической триаде. Посмотрите, тогда мы проводим треугольник. Например, по 3 вершинам смотрим. Желтая, например, синяя и красная вполне могут сочетаться. Зеленая, синяя и морковная вполне может сочетаться, да, и по такому можно выстраивать. Пусть это даже будет не вся ваша одежда, может быть какой-то аксессуар в данной тональности, может что-то, бывает, что классические брюки, например, но верх можно уже поэкспериментировать, например, с жакетом, можно поэкспериментировать с блузкой со своей, можно поэкспериментировать с тем, чем угодно, и при этом оставаться в строгих рамках делового стиля, да, но немножко его классический этот стиль разбавить чем-то интересным, чтобы привлечь внимание. Давайте дальше. Теперь еще важно выбор своей одежды, своего образа коррелировать с той обстановкой, в которой вы будете работать, и с набором той аудитории, да, то есть кто будет в аудитории, важно знать. Если это дети, например, да, если это дети, то детям можно использовать какие-то яркие аксессуары. Вы должны привлечь к себе внимание. А дети, они на что обращают внимание чаще всего? На то, что яркое, что живое, что подвижное, да, что постоянно в динамике. Поэтому важно с детьми. Красивая одежда, да, может быть, она и строгая, но пусть она будет чуть поярче, чем для взрослых. Это важно. Женщины. Детям можно делать комплимент. Ой, какой прекрасная у тебя сегодня прическа, какой прекрасная у тебя сегодня футболка. Да? С детьми это все настраивает доброжелательно по отношению к оратору. Если вы, да, пришли чуть пораньше, а это важно, да, я вот вам внизу написала, опять же, вам напоминалочку такую, важно заранее занять территорию. Тогда ты хозяин на территории, тогда ты главный, тогда тебя слушают больше, чем если ты пришел последний в попыхах. Дальше женщины. Если вы работаете в женской аудитории, можно одеваться тоже, да, опять же, по-деловому, так как это уже взрослая аудитория, да, в более сдержанной тональности. Женщинам можно делать комплименты. И женщины это благосклонно к этому относятся, но только если вы женщина, оратор женщины. Если вы мужчина-оратор, вы не можете сделать женщине комплимент, потому что это, возможно, будет интерпретировано женщиной, которой вы сделали как мужчина комплимент, да, совсем в ином русле, вы понимаете, да, то есть не как оратор слушателю, а как мужчина женщине. Главное на это не переходить, да, на половые вот эти отношения между полами не переходить. Дальше третий тип аудитории я вам предлагаю. Знакомые друг с другом мужчины. Вот это самая плохая аудитория, если честно, да, самая недоброжелательная аудитория, которую я никогда не любила, скажем так. Знакомые друг с другом мужчины. Когда собирается перед вами публика, состоящая из знакомых друг с другом мужчин, тогда, прошу прощения, вы можете, сколько бы им ни было лет этим мужчинам, они будут вести себя, может быть, не так явно, но они будут вести себя как аудитория, состоящая из подростков пубертатного периода. Тем более, если вы женщина, да, нужно обязательно одеться таким образом, да, чтобы ни в коем случае никакие мысли такие не навевать у нее, да, то есть пубертатный период, период созревания, да, когда все мысли нацелены только на одно, вы понимаете, на что, да, то есть знакомые друг с другом мужчины превращаются вот в такую неуправляемую массу, поэтому важно очень строго никому не делать комплименты из этих мужчин, да, и очень сдержанно себя вести и при этом очень сдержанно выглядеть, никаких минимальных юбок, да, никаких максимальных вырезов, да, то есть все максимально сдержанно. И дальше четвертый тип аудитории – это незнакомые друг с другом мужчины. Это тоже нормальная аудитория, да. Женщина тоже так или иначе не делает комплименты мужчинам, но с этой аудиторией спокойнее работать, так как эти мужчины не будут вести себя как подростки в пубертатном периоде. Им тоже важно сдержанно одеться. То есть поярче для детей можно женщинам делать комплименты, мужчинам, если мы женщинам комплименты не делаем, да, и занимаем заранее территорию.
Ну, собственно, и все, наверное, что я вам хотела сегодня рассказать. Пожалуйста, а, если какие-то есть вопросы, подключайте сейчас свои микрофоны, задавайте, предлагайте, может быть, что-то потом в отзывах, пишите в чате какие-то предложения свои, может быть, какие-то что-то вас заинтересовало, хотите, чтобы поподробнее об этом узнать, я тоже буду очень рада ответить на ваши вопросы и удовлетворить вас, ваш интерес, да, на следующем нашем занятии. И поблагодарить хочу, конечно же, да, за внимание. Напомнить, что внешний облик ваш и ваша одежда, и ваша манера себя держать, ваша речь прежде всего, это ваш имидж, да, и имидж очень важен в построении своей карьеры, в своей профессиональной сфере, да, и он порой помогает добиться больших успехов. Я вам желаю добиться всех тех успехов, которые вы только, всех целей, которые вы перед собой поставите. А это сделать легко, да, мы с вами, собственно, изучаем, как это сделать. Спасибо большое за внимание. Всего вам доброго. Все. Не работает никакой.